Концепцию градостроительной политики Владикавказа обсудили на пресс-конференции с Сергеем Дзантиевым. Встреча началась с презентации видеоролика о программе развития столицы Северной Осетии на период до 2020 года. По словам Дзантиева, сейчас нужно делать акцент на улучшении качества внутригородского пространства. Комплексное строительство микрорайонов, как отметил мэр, помогает избегать хаоса и недовольства жителей. Во Владикавказе уже функционирует 71 спортивная площадка. За последние несколько лет было построено более 5 километров новых дорог. Совсем скоро, 23 августа, будет заложен камень нового микрорайона «Новый город». Также в планах развития города строительство 2 мостов. На мой взгляд, городу надо развивать малоэтажную застройку, вот в тех же населенных пунктах, о которых мы говорили, на природе, как говорят, вот вам показали, Болтарь, Дан, Попов, Хутор, по Московское шоссе. Мы нацеливаем тех владельцев земли, которые были получены еще довольно раньше. В Северную Осетию прибыл иностранный гость Юлиус Фрейтаг. Целью визита гражданина Германии стало посещение симпозиума Аланика. Однако, как выяснилось позже, Владикавказ интересует Фрейтага еще и вот почему. Прадед туриста воевал на Кавказе, а дед провел здесь все свое детство. О приключениях своих родственников Юлиус часто слышал, и с тех пор Владикавказ в его представлении является прекрасным краем с романтичным оттенком. Гостю провели экскурсию по городу, подарили памятные сувениры и даже надели на него осетинскую папаху. Юлиус Фрейтаг увезет с собой массу приятных воспоминаний. Теперь Владикавказ знакомому не только по рассказам бабушки и дедушки. Он первый приехал здесь, потому что он был как приватистский барон, он тоже был русский офицер. И он служил здесь с 14 год до 17 год, потому что Первая мировая война начинала. На одном из искусственных футбольных полей Владикавказа состоялось историческое событие. Хоккейная Алания приняла приглашение любительского футбольного коллектива «Шахтер-Садон» выявить сильнейшего на поле и на льду. Целью данной игры стало не столько соперничество команд, представляющих разные виды спорта, сколько приятное проведение времени и налаживание дружественных отношений. Хоккеистам с первых же минут удалось отразить несколько опасных атак футбольного коллектива и даже создать ряд острых моментов у ворот соперника. На протяжении всей игры команды показывали равный футбол, и в основное время результат был ничейным – 3-3. Выявить лидера удалось только в серии послематчевых пенальти. Везучие оказались игроки Алании. Теперь им предстоит принимать садонцев на своей территории, но перед этим футболистам дадут пару уроков катания на коньках. Идея возникла благодаря турниру по боулингу, который был недавно, проводил бойцовский клуб «Аланы», и там были команды с разных сфер, и там и мы представляли хоккей, и футболисты, и вот возникла такая идея, почему бы нам не поиграть не только в боулинг, а еще и в хоккей. Хоккей и футбол, то есть у нас серия матчей будет, мы сейчас играем в футбол, а потом через 2 недели играем с ними же в хоккей. На родину прилетели борцы вольного стиля, победители первенства мира среди молодежи Георгий Гогаев и Азамат Тускаев. В аэропорту молодых чемпионов с 3 пирогами встретили работники Министерства молодежи, физической культуры и спорта республики, а также тренеры и спортсмены. Накануне в столице Хорватии завершилось первенство мира по вольной борьбе. Среди юниоров выступали 2 воспитанника Остинской школы вольной борьбы, и оба одержали победу. Добавим, Азамата Тускаева готовил к мировому первенству Аксарбек Макоев, а Георгия Гогаева – Каха Дзукаев и Марик Тидеев. Впечатление у меня наилучшее, готовились с тренерами, футбол проходили 2 сбора. И спасибо им большое за все, что уделяют внимание и смотрят на меня с удовольствием. Спасибо им большое.